Реми и тайна золотого желудя. «Давным-давно, — рассказывал барсук Торг, — в нашем лесу рос секретный сад. Деревья там давали плоды, которые дарили мудрость, силу и даже исполняли желания. Но однажды сад исчез, спрятавшись от тех, кто хотел забрать сад, не оставив ничего другим. Говорят, что путь к нему может открыть только золотой желудь. Бельчонок Реми затаил дыхание. Что, если сад все еще существует? А что, если я тот самый бельчонок, который сможет его найти? Подумал он. Однажды, собирая орехи, Реми увидел нечто необычное. Среди опавших листьев лежал желудь, сияющий, как утреннее солнце. Его гладкая золотая поверхность отражала лучи, а внутри будто переливался свет. «Это он!» – прошептал Реми. Сердце забилось быстрее. Он поднес желудь к груди и закрыл глаза, ожидая, что лес изменится, что деревья расступятся и покажут ему путь. Но ничего не произошло. Реми пробовал все, переворачивал желудь, тряс, катал его по земле, даже пробовал закопать и снова выкопать, но он не работал. «Почему же он не открывает путь?» – вздохнул бельчонок. В этот момент маленькая лисичка Луми вышла из тени деревьев. Она тихо наблюдала за ним, склонив голову. «А что, если он работает не так?» – спросила она. «Ты проверял его добротой, а не силой?» – Реми удивился. «Доброта? Как это связано с желудем?» – подумал он. Но тут он заметил голодного ежика, который с надеждой смотрел на него. В лапках Реми было всего несколько орехов, но их так мало. «Если я отдам их, вдруг желудь исчезнет», – колебался он. Луми мягко толкнула его носом. «Попробуй, я верю, у тебя получится», – прошептала она с улыбкой. Реми вздохнул и поделился последним орехом с ежиком. Тот довольно фыркнул, обнял орех в лапках и ушел в лес. И тут желудь засиял. Земля под лапами задрожала, воздух наполнился запахом цветов, ветки деревьев расступились, и перед Реми и Луми открылся проход. За ним простирался секретный сад. Место, о котором говорили легенды. На ветках сверкали плоды всех цветов радуги, а в воздухе парил золотой свет. Реми улыбнулся. «Теперь я понял, тайна желудя не в силе, а в сердце», – прошептал он. А в секретном саду засияло новое утро. Но это уже другая история. Продолжение следует. Если веришь в доброту, оставайся с нами.